Распространенное в науке представление о происхождении татарского народа как такого концептуального спора между некими булгаристами и татаристами является общим местом и одновременно является неправильной постановкой самой проблемы. Дело в том, что оба этих направления мало отличаются друг от друга концептуально. Если рассматривать их без учета каких-то индивидуальных особенностей подходов разных историков, то прежде всего он базируется на том, что историческое развитие народа рассматривается в качестве такого антропологического процесса, в каком-то смысле биологического процесса, то есть переселения, миграции, распространения, ассимиляции, в то время как этнический процесс явление гораздо более сложного порядка. Так вот, булгаристы это ученые, которые настаивали на том, что период Волжской Булгарии является главным в определении будущего татарской нации. То есть все основные предпосылки, культурные особенности, языковые, религиозные и другие сформировались в эпоху Волжской Булгарии в X-XIII веках. И после этого вот основное ядро народа, оно продолжало существовать практически в неизменном виде вплоть до 20-х годов XX века, когда вот этому булгарскому населению был навязан этноним татары. Некоторые историки, в частности, говорили о том, что произошел своеобразный камуфляж. То есть на живое тело, значит, булгарского народа было натянуто, значит, какой-то чуждой ему татарские одежды в виде этнонима. И это стало основой для существования, формирования современного татарского народа. Татаристы, наоборот, в пику, значит, булгаристам говорили, что никаких особенностей в булгарском народе не сформировалось, что произошло переселение значительных групп тюркоязычного населения в период Золотой Орды из Средней Азии, из Центральной Азии, которые поглотили местное булгарское население. Ну, просто, можно сказать, его ассимилировали и биологически, и культурно, и в результате сформировалась, собственно, татарская нация. Оба этих подхода имеют уязвимые моменты и детали, которые являются непримиримыми и не позволяют согласиться, собственно говоря, ни с той, ни с другой точкой зрения. Например, слабым местом булгаризма является представление о том, что никаких татар в Поволжье не было вплоть до начала XX века. Но у нас есть вполне определенные факты, свидетельства, когда люди именовали себя именно татарами. Это непреодолимое противоречие, которое булгаризм никак не может преодолеть и концептуально никак это не объясняется. В то же время татаристы предполагают, что был значительный приток населения в эпоху Золотой Орды. Но мы тоже не фиксируем такого, что местное население было полностью ассимилировано и исчезло, было перекрыто какими-то поздними миграциями. Это тоже одно из слабейших мест. И кроме того, татаристы тоже никак не объясняют, почему в XIX веке продолжали существовать люди, которые именовали себя булгарами и говорили о булгарской вере или о булгарских корнях. То есть некая форма идентичности булгарцев все-таки существовала и в XIX веке. И игнорировать это тоже нельзя. А татаристы никак это не определяют. В этой связи
В конце 90-х годов целая группа ученых, в том числе и я, и Дамир Муллаевич Исхаков, предложили новую концептуальную модель. Мы ее назвали тюрко-татарской. Она основывается на том, что основой развития этноса, народа, и главным образом речь идет о нации, является не какие-то механические, биологические процессы, а развитие идентичности и национального самосознания, что результируется в этнониме, который, в свою очередь, опирается на целую пирамиду объективных причин, факторов, которые влияли на вот эту самую идентичность. И развитие татарской нации проходило целый ряд этапов, которые формировали вот эту самую идентичность. И если говорить вкратце, то и булгаризм, и татаризм, они являются отдельными элементами вот этой самой общей новой теории. Как это все между собой увязывается? В эпоху Волжской Булгарии действительно происходило формирование городской культуры, мусульманской культуры и земледельческой культуры населения, которое жило в Среднем Поволжье. И это непреложный факт. В эпоху Золотой Орды в Среднее Поволжье, ну и вообще в Поволжье, после завоевания этого региона Чингисханом и его потомками возникает государство, и внутри этого государства происходит становление военнослужилой аристократии, которая именовала себя татарами. Позднее, в эпоху русского государства, это сословие стало именоваться служилыми татарами. Ну, собственно говоря, это вот как раз есть калька вот этой самой татарской идентичности. Как и во всех средневековых государствах, не существовало единой культуры и единой идентичности для всего населения. В средние века идентичность имела строго стратифицированный, социально организованный характер. И вот татары, собственно говоря, выполняли роль в государствах чингизидов, вот эту как раз роль вот этой самой верхушки. Просто в некоторых регионах, в Иране, они были поглощены новыми государственными образованиями, которые имели уже другую идентичность и не сохранились. Единственный регион, где, собственно говоря, вот эти вот татарские кланы сохранялись вплоть до раннего нового времени, это, собственно говоря, Поволжье, Восточная Европа, Крым и территория Западной Сибири. Именно здесь, в эпоху уже русского государства, начинает формироваться новое объединение, которое переформатировано было внутри уже русского государства. После целого ряда таких социальных процессов, которые происходили уже внутри российского государства, татарская аристократия была деклассирована. И произошло объединение, собственно говоря, вот этой самой клановой аристократии, татарской аристократии, с местным мусульманским населением. Поэтому в эпоху модерна, в эпоху нового времени, татарская преднация вступила лишенная вот этих социальных перегородок. Если вот то, что занимало в Европе целые века, допустим, в Англии потребовались войны Рос, Столетняя война, после этого период революции, чтобы сломать вот эти социальные перегородки, когда аристократия английская, можно сказать, истребила сама себя и возникло так называемое новое дворянство, то в российском государстве у татар сложились, вне зависимости от какой-то воли отдельных людей,
сложились такие условия, что эти социальные перегородки были... И формирование нации уже происходило на основе вот этого объединения. Но ислам, мусульманство не могло выступить в качестве этнического индикатора и национальной идентичности. В трудах Марджани впервые было обосновано и доказано, что основой вот этой вот исторической памяти и основой идентичности является, собственно, татарская идентичность. Он как раз и взывал к своим соплеменникам, говоря: кто вы, как не татары? Вы говорите, что вы мусульмане, но мусульмане являются и арабы, и турки, и многие другие народы. Но вы составляете единство, которое не может быть ничем, кроме как татарским. И вот это стало основой для формирующегося национального самосознания, которое потом получило уже в 20 веке и государственность, и национально-культурную автономию, и стало основой для формирования вот модерновой нации. Таким образом, можно сказать, что и татаризм, и булгаризм являются просто частными состояниями татарской нации. То есть одни являются на этапе эпохи раннего Средневековья, другие в эпоху Золотой Орды и раннего Нового времени, когда происходит, собственно говоря, соединение разных идентичностей. То есть булгарская идентичность прежде всего в эпоху модерна ассоциировалась с религиозной верой. Когда говорили о булгарской идентичности, речь шла о вере, которая досталась спустя века от проникновения ислама на эту территорию. И память о том, что ислам здесь укоренен и существовал многие века, и являлся основой для вот этой самой булгарской идентичности, которая уже в 17-18 веке, очевидно, приобрела некий милленаристский характер. То есть представление о тысячелетнем царстве, которое находится в прошлом, и достичь которого можно лишь укреплением веры. Вот эти все представления, они формировали вот эту самую булгарскую идентичность. В то время как татарская идентичность, это была прежде всего светская, аристократической, военнослужилой идентичностью. Но, еще раз говорю, произошел процесс объединения их в эпоху модерна, когда вот эти социальные перегородки были сломаны. Таким образом, и булгаризм, и татаризм – это, несмотря на долгие века спора между собой, являются просто частными случаями, которые поглощаются новой концепцией развития татарской нации.